Здравствуйте! Время вечерней смены на канале Осетия. В студии Алана Гадзацева. Все самое актуальное и значимое смотрите в нашем эфире. Делегация ООО «Норильск Никель-Ремонт» прибыла в Северную Осетию с рабочим визитом. Главная цель – углубление стратегического партнерства с СК ГМИ и другими учебными заведениями региона. И сегодня состоялась конференция Северо-Осетинского отделения студотрядов, где присутствовал и глава республики Сергей Миняйло. Обсудили итоги сотрудничества и обозначили планы на будущее. В частности, в прошлом году в Красноярский край отправился самый массовый студенческий строительный отряд за весь постсоветский период. В его составе было более 500 человек. А какие задачи и что в планах, обсудим прямо сейчас в эфире с нашими гостями. Здравствуйте, Игорь Александрович, Виталий Владимирович. Спасибо, что пришли к нам. Что ж, давайте поговорим о сегодняшнем, в первую очередь, мероприятии. Что именно происходило, какие были обозначены вопросы, актуальные темы. Давайте с кого начнем? Давайте, Игорь Александрович, с вас начнем. Да, сегодня действительно прошло большое мероприятие. Почти 3 часа был формат общения главы региона со строительным студенческим отрядом нашего университета, представителями других вузов и СУЗов. Обозначились проблемы, во-первых, приоритеты, которые будут в этом году. То есть самое, наверное, главное, что можно сказать, что это Сергей Иванович попытался объяснить, что есть важная составляющая в виде мотивации. То есть как студент строит свою профессиональную, карьерную составляющую, так и от него будет зависеть его дальнейшее продвижение и карьерный рост. А мы, как образовательная организация, обязаны обеспечить ту техническую, технологическую составляющую, содержательную, то есть с которой он должен уехать в этот студенческий строительный отряд. Ну и вот основные движущие вот эти мотивации – это карьерный рост, там, дальнейшее трудоустройство, не знаю, там, заработная плата. Какие вот это мотивации? Ну, наверное, прежде всего, это перспективы стать специалистом именно той сферы, которую ты выбрал, и выбирая, скажем так, достаточно, ну, можно сказать, суровые условия для своего карьерного продвижения, то есть это горный инженер, это металлурги, это не предполагает, что ты сидишь в кабинете в комфортном, это только через много лет, то есть предполагает, что ты должен уехать куда-то поработать в суровых условиях. То есть об этом как раз сегодня и был разговор. Многие студенты подтвердили, они очень благодарны компании за те условия, которые компания обеспечила в прошлом году, и я думаю, что в этом году будет точно не хуже. Виталий Владимирович, уже налаженное это сотрудничество далеко не один год, многие годы оно действует, и действует как в плане и практики, кадрового резерва, так и интеграции в образовательные процессы. Вот давайте разделим вот эти нюансы и поговорим отдельно о каждом. Скажем, по поводу сотрудничества по стройотрядам. Был довольно-таки большой, да, стройотряд в прошлом году, что намечается в дальнейшем и о чем было сказано сегодня. И в целом это направление, насколько эффективно, как вам кажется, в обе стороны работает в плане пользы и вам, и студентам, в частности, вузу СК ГМИ и другим учебным заведениям республики. Но мы говорим про стройотряды. Да. Ну, я бы не стал это делить. Вот мы давно уже сотрудничаем в части стройотрядов. Ну, так достаточно активно начали с 2007 года. Там начинались отряды там, по 20-30 человек. В прошлом году действительно у нас был рекордный отряд. Это 500, там без малого. Вот. И мало того, что мы наращивали численность ребят, но они действительно решают задачи, которые нужны производству в короткий летний период в Норильске, нам удалось, на мой взгляд, сделать такую гибридную вещь. Помимо того, что они приносят пользу для производства, они еще имеют возможность получить, ну, в общем-то, пройти производственную практику. Потому что мы собираем отряд из целевых направлений, да, те, которые востребованы, реально востребованы на нашем производстве. Это вторая задача. Третья задача – это, ну, некое профориентирование и, скажем так, возможность управления ожиданиями ребят, да, чтобы они ну, не были там исполнены какой-то романтикой, потом приехали, поняли, что там все намного жестче и суровее, скажем, такой мягкий ввод в профессию.
Вот. И у нас есть ребята, которые по 2-3 раза ездят в студенческие отряды, есть уже те, которые уже стали нашими сотрудниками. Вот. Поэтому я думаю, что здесь задача 3 в одном, и вот нам удалось эти 3 вещи объединить, и мы не планируем на этом останавливаться, мы дальше развиваем тему взаимодействия. Вот в прошлом году мы подписали такой важный документ, соглашение на уровне главы республики и старшего вице-президента, руководителя Норильского дивизиона. Там 15 пунктов, мы, в общем-то, движемся по этой программе. Практически все нам удается, может быть, не в те сроки, которые хотелось бы, но тем не менее, сегодня у меня в бюджете есть средства на целевое обучение 160 студентов из КГМИ. Мы сейчас в процессе набора. Пока вот, хочу, чтобы все слышали, кто смотрит наш канал, мы набрали порядка 40 человек, набор продолжается. Мы, в общем-то, намерены эту цифру выполнить, и это будет каждый год, пока мы не заполним все эти места, которые оплачивает компания «Норильский никель». Вы сказали о том, что принимаете на именно те направления, где особенно востребованы, да, специалисты, нужны люди. А какие именно это направления именно в работе компании? Это горное направление, но поскольку мы ремонтники, это горные электромеханики, механики, энергетики, автоматизация производственных процессов, ремонт металлургического, обогатительного оборудования, систем автоматизации, управления. Вот, в основном такие. Там большой спектр специальностей, вот, поэтому вот для нас это основные. Ну и на основании встречи, которая сегодня прошла, вот ваше наблюдение, ваши какие-то выводы по поводу того, какую обратную связь дает именно студенчество, те ребята, которые только хотят поехать и пройти эту практику, обучиться и в том числе и потрудиться. Мои впечатления какие? Поскольку у нас достойный социальный пакет и хороший уровень оплаты труда, это безусловный плюс, ребята его видят. Но как вот один там из ребят, мы его все запомнили, он очень долго Сергея Ивановича мучил своими вопросами, ЗАЗа, как он представился. Вот, о чем они говорят, что да, там все хорошо, там возможность карьерного роста, там хорошая зарплата, но вот бы еще все это, но здесь. Да, вот хочу всем сказать, что, если посмотреть на географию, к сожалению, там нет каких-то крупных месторождений в Москве, Московской области, в Сочи и даже во Владикавказе, к сожалению. Да, здесь очень приятное место, приятный климат, но, к сожалению, те люди, которые выбрали профессию горняка или металлурга, им так или иначе придется работать вот там, где, в общем-то, добываются и производятся металлы, любые полезные ископаемые. Поэтому здесь мы говорили о том, что нужно работать с мотивацией, своей мотивацией в первую очередь, что ты хочешь от жизни, от себя, и о саморазвитии. На мой взгляд, даже не деньги самое главное саморазвитие. Норникель, в общем-то, достаточно крупная корпорация, где можно получить очень хороший опыт, построить хорошую карьеру, и развить себя как специалиста, потому что сегодня, вот мы говорили, Сергей Иванович об этом говорил, что сейчас недостаточно одной профессии, там надо второе образование получать. Мы по факту на предприятии, в бизнесе видим, что уже 3-4 как минимум должно быть специальности у людей, потому что все очень быстро меняется, развивается. Вот такое вот мнение. А вот касаемо трудоустройства, вы сказали, да, что многие и в дальнейшем уже трудоустраиваются к вам, несмотря на эти непростые условия и то, что романтика рассеивается очень быстро в процессе работы, и человек понимает, с чем ему приходится иметь дело. Вот какие цифры, скажем так, трудоустройства ребят после подобной практики? Про романтику хочу сказать, что каждый видит романтику по-разному, каждый ее может найти для себя. Там есть много поводов для романтики, на самом деле есть относительно недалеко очень красивая природа, и люди, которые увлечены охотой, рыбалкой, туризмом. Сейчас, кстати, активно развивается арктический туризм в регионе. Там тоже есть неплохие возможности. Что касается цифр, смотрите, у нас, мы как часть большой компании «Норникель», конкретно Норильский никель-ремонт, это 10 тысяч сотрудников. Вообще контингент компании «Норильский дивизион» это 50 тысяч сотрудников в регионе, в Норильске.
Про себя могу сказать, что при моей нормальной текучести это где-то 1000 сотрудников в год мы трудоустраиваем. Сейчас вот последние 2 года там была масса проектов, Норникель реализовывал, он продолжает реализовывать большую часть этих проектов. Текучесть возросла, и мы вот в год, прошлый, позапрошлый год трудоустраивали в среднем по 2500 человек. При этом где-то соотношение 1 к 10 с руководителями, то есть 250 человек из них это руководители различного уровня, в основном начального мастера, заместители начальников участков, начальники участков. То есть вот те цифры, которые мы трудоустраиваем. Мы ищем людей в различных регионах, и вот у нас сегодня помимо слета строительного отряда было совещание с руководителями всех вузов среднетехнического образования. Вот. Мы и в прошлом году встречались и говорили о том, что готовы трудоустраивать выпускников колледжей, вузов, которые сейчас на территории не могут найти работу по специальности. И не только с высшим образованием, это нашего профиля касается и людей без образования, но которые имеют профильную рабочую специальность. У нас очень хорошие подъемные, мы оплачиваем переезд к месту жительства, у нас гибкий подход к графику работы, мы рассматриваем и вахтовый метод работы для того, чтобы люди, скажем так, смогли оценить регион, не сразу принять решение о релокации, а приехать, оценить, посмотреть, подходит ли климат, все ли устраивает. И если есть желание перевести семью, то тогда мы готовы оплачивать первые 3 года таким сотрудникам, готовы оплачивать, компенсировать съем квартиры. Игорь Александрович, вот по поводу целевиков, да, это тоже одно из направлений сотрудничества. Давайте об этом поговорим. Уже это практиковалось ранее или это новая какая-то практика? Ту практику, которую мы начали, получается, год назад, как раз сейчас об этом говорится везде. И президент России об этом говорит на различных совещаниях, и министр науки и высшего образования. Мы, скажем так, об этом не кричали, но мы просто целенаправленно шли к тому, и мы понимали. То есть мы должны четко понимать, для какого предприятия мы готовим специалиста, какие знаниями, навыками он должен конкретно обладать. И сегодня мы обсуждали в том числе и возможность уже, скажем так, уходя немножко дальше магистерских программ. Сегодня ВУЗ располагает всеми возможностями, чтобы максимально, скажем так, подстроить весь учебный процесс, содержательный и, можно сказать, временной под требования компании. Наверное, этим мы в этом плане выгодны компании, а, конечно, для нас эта компания выгодна тем, что люди конкретно видят свою траекторию, дальнейшую свою жизнь могут уже планировать на ближайшие как минимум 5-10 лет. А вот в плане, скажем, сотрудничества в сфере научных исследований в этом направлении какая-то работа проводится, или это больше как кадровый резерв такой? Научная составляющая, конечно, безусловно, должна присутствовать, но надо понимать, что в компании «Норильск-Никель» огромные ресурсы, в том числе и научные. То есть где-то, если мы будем интересны, мы, конечно, готовы предложить свои возможности. Пока у нас такое сотрудничество именно в научно-технической сфере идет, скажем так, с другими компаниями выстраивается, то есть мы тоже стараемся не стоять на месте, развиваться. Но сегодня очень большие проблемы связаны и с программным обеспечением, очень многое приходит на российскую софт, и с оборудованием, то есть раньше это было импортное, сегодня мы ищем какие-то заменители России, поэтому я думаю, что и парку, скажем так, промышленному, и вузовскому парку какое-то время потребуется для того, чтобы перестроиться. И после этого тогда, наверное, откроются какие-то новые перспективы и направления, в которых мы тоже можем поучаствовать. А вот, к слову, об оборудовании и о каких-то в связи с санкциями изменения, Виталий Владимирович, в компании ощутимы вот эти изменения, необходимость перестраиваться на новые рельсы, отказаться от какого-то, пусть даже софта или от какой-то техники? Это на самом деле больная проблема, наверное, для всего бизнеса, который использует современное оборудование. Норникель ведь много лет пользовался оборудованием от лучших мировых брендов, и особенно серьезно это отражается сейчас на горном переделе. Это самоходное дизельное оборудование, потому что все оборудование фактически было от импортных производителей. Сегодня этот рынок для нас закрылся, вопрос с запчастями решается посредством серого параллельного импорта. Это все резко подорожало, усложнилась логистика, это все пока тяжело, но сейчас Норникель в поиске новой технической
технической политики. Ну, как и все, разворачиваемся в сторону китайского рынка. Мы уже ждем в ближайшее время. Была большая работа проведена Норильским дивизионом. Мы уже в ожидании первых партий этой техники. В основном, вот, как я говорю, это горная техника. Следом идет стационарное оборудование, у него намного больше жизненный цикл. Вот, и это как бы второй этап, который нам предстоит решить. Но так или иначе, я думаю, что в течение 2 лет будет определена техническая политика, каким оборудованием мы будем работать. Исходя из этого будут уже пересматриваться и ремонтные стратегии, подход к ремонтам, обеспечение запчастями, ну и прочие вопросы там, ремонтной деятельности. А касаемо вот подготовки, ребята приезжают, стройотряд, и им нужно, наверное, какой-то курс молодого бойца пройти, какую-то образовательную программу, или как это происходит? Ну, мы с СКГМ договорились и уже реализуем это несколько лет. Все ребята получают, ну, во-первых, рабочие специальности для того, чтобы мы могли их сразу включать в бригаде. Они, в общем-то, приезжают, проходят только инструктаж, там пару дней, одеваем их и, в общем-то, отправляем на работу. Вот. И они выполняют реальные задачи по ремонту. Ну, в основном, поскольку у нас лето короткое, это касается ремонта зданий и сооружений, различных там технологических трубопроводов. Ремонт в основном это теплоизоляция. Вот на таких задачах они. Ну, ремонт там подвижного состава, карьерной техники. Ну, они, в общем-то, работают вместе с нашими штатными сотрудниками и, в общем-то, погружаются в решение тех задач, которые мы каждый день решаем там в Норильском дивизионе. Игорь Александрович, вот расскажите, как происходит набор ребят судотряда? Это добровольный набор или это какой-то идет отбор там по каким-то достижениям? Ну, мы сегодня вспоминали вообще, когда формировались строительные отряды, когда-то. Это было огромное поощрение, это был конкурс. И тот же история строительного студенческого отряда в республике насчитывает уже почти 50 лет. Сегодня мы, конечно, отдаем предпочтение, прежде всего, ребятам, которые учатся, скажем так, без академических задолженностей. У них нет каких-то проблем с поведением, то есть, скажем так, с ассоциацией себя в обществе. Более того, в этом году мы обязательно требования, ну, оно и в прошлом году было, но в этом году у нас уже появились такие возможности. Все участники пройдут медицинский осмотр, психологическое тестирование, потому что для многих действительно оказывается определенный шок, когда они уезжают, может быть, даже в первый раз в жизни так надолго и так далеко. То есть адаптация идет очень по-разному. Это надо не забывать, что это молодые люди от 18 до 22 лет, которые по-разному, скажем, переносят вот эту разлуку с близкими, родными, и смена климата, и, так сказать, полностью ты несешь за себя ответственность. Поэтому обязательно как бы психологическое тестирование, чтобы, ну, скажем так, мы не ошиблись в этом человеке, не подвели компанию, потому что это затраты достаточно немаленькие, и, условно, улететь сегодня в студенческом строительном отряде, а там завтра вернуться, это плохая история. Поэтому мы дорожим своей репутацией, мы дорожим нашими связями с компанией, поэтому постараемся, да, в этом году будет поменьше студенческий строительный отряд, но мы постараемся сделать его более, может быть, даже качественным. Ну и какие вот приоритетные ключевые задачи сейчас на повестке дня? Сейчас ребята заполняют документацию, мы формируем количественный состав, определяем, у них будет досрочно сдана сессия, они в мае месяце уже будут сдавать, и по итогам этой сессии, то есть если нет долгов, они примерно конец мая, начало июня должны уже находиться уже в распоряжении компании. И возвращаются они к началу? Возвращаются они, мы даже чуть позже им даем возможность, потому что у нас наступает в летний период практика, мы продлеваем эту возможность, поэтому они возвращаются, как правило, к 1 октября. Ну что ж, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я думаю, что часть наших зрителей, особенно молодую аудиторию, заинтересовала эта тема. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. А сейчас прервемся на небольшую рекламу и сразу после нее продолжим наш эфир.
Продолжаем вечернюю смену. В Северной Осетии выберут членов молодежного парламента 4-го созыва. Прием документов для регистрации кандидатов длится до 14 апреля. Всего с помощью электронной формы голосования будет избрано 35 членов молпарламента нового созыва. И для того, чтобы отдать свой голос, нужно будет зарегистрироваться на специализированной платформе. А сами выборы состоятся с 28 по 30 апреля. О работе молодежного парламента, итогах и новых планах поговорим с гостями нашей студии. Это Георгий Джоев, действующий председатель молодежного парламента, и Азамат Гаглоев, председатель молодежного парламента 2-го созыва. Здравствуйте. Добрый вечер. Приятно видеть вас в нашей студии, таких молодых, активных, энергичных людей. Георгий, как действующий председатель молодежного парламента, вот расскажи. Можно небольшую поправочку? Да. Я не действующий председатель молодежного парламента. К сожалению, у нас на данный момент молодежного парламента он расформирован, и нет у нас молодежного парламента. Последнего созыва. Да, крайнего созыва. Да, последнего созыва, который был. Георгий, вот расскажите, сейчас будет 4-й созыв. Что именно меняется, в чем, почему был расформирован и как будет трансформироваться дальше работа молодежного парламента? Расформирован он не был, он просто подошли его сроки полномочий. И здесь уже у нас подход изменился в принципе сам подход к формированию молодежного парламента. И вот посоветовавшись и с Азаматом Таймуразовичем, и с руководством парламента республики, мы так пересмотрели вообще подходы к формированию молодежного парламента. И примечательно здесь хотелось бы отметить то, что на сегодняшний день мы дали возможность молодым ребятам самим решать и самим выбирать, кто будет представлять их именно в законодательном органе нашей республики. Да? То есть мы отошли от системы комиссионного формирования молодежного парламента и перешли на электронную выборную систему в молодежный парламент. То есть любой молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет, таких ребят у нас в республике около 100 тысяч, и абсолютно каждый из них может попробовать себя и стать членом молодежного, членом молодежного парламента нашей республики. Угу. И какие будут требования к кандидатам? Требования на самом деле максимально минимальные. Это просто регистрация, заполнение анкеты по установленной форме, справка о наличии судимости, фотография 3×4 и короткий видеоролик о своей деятельности и о видении своей работы дальнейшего. То есть такая программа, скажем. Программа, да, небольшая программа. Азамат, расскажите, на опыте вашей работы в качестве председателя молодежного парламента, как вам кажется, какие направления работали очень даже успешно, а какие стоит в следующем созыве как-то трансформировать, преобразовать? Добрый вечер еще раз. Как сказал Георгий Вячеславович, уже новый созыв молодежного парламента будет собираться уже с серьезными изменениями. И количество членов молодежного парламента будет немного сокращено. И срок созыва будет сокращен. Мы инициировали данные поправки еще в прошлых созывах, однако данное решение было принято только в этом созыве. Я считаю, что это важно. Все-таки это молодежный парламент, молодежи свойственно изменение настроения, выбора профессионального пути. И, в принципе, там 5-летний созыв для членов молодежного парламента – это слишком долго. За это время ребята успевают уйти в армию, переехать там, жить или работать в другой субъект Российской Федерации, выйти замуж, уйти в декрет. И это усложняло деятельность молодежного парламента. И к тому же более такая активная смена и ротация членов молодежного парламента, она дает возможности как можно большим количеству ребят с нашей республики включаться в процессы молодежной политики нашей республики. Угу. Кстати, о молодежной политике, о том, как доносить это мнение молодежи до основного законодательного органа. Как это взаимодействие вообще налажено, насколько оно
ну, этот голос молодежи, он слышится старшими. Ну, здесь хотелось бы отметить особую роль молодежного парламента, потому что молодежный парламент, он, вот как Азамат Таймуразович, наверное, задал этот вектор направления, да, и также мы переняли, и надеюсь, что будущий созыв будет точно так же работать. То есть у нас был выстроен диалог абсолютно со всеми ветвями власти. Да, и как бы и с администрацией города постоянно находились на контакте. Масса круглых столов, масса общественных мероприятий, которые нам удалось провести. Ну, то есть мы несли в себе такое... Мы были своего рода рупором между молодежью нашей республики и представителями всех ветвей власти. И у нас это всегда получалось, как бы все проблемы, все предложения, которые мы озвучивали, они всегда были... Их всегда слышали, их всегда слушали, и часть из них даже получилось реализовать. А если вот на каких-то конкретных примерах, скажем, какие проблемы озвучивались, озвучиваются, что волнует молодежь и что именно вот удалось там донести, скажем? Ну, идеи членов молодежного парламента, вот здесь хотелось бы тоже отметить тот момент, что проекты представителей молодежного парламента, они как бы узнаваемы не только в регионе, но и на уровне федерации, да, на уровне, в масштабах России. Это вот, например, башенный комплекс фамилии Цалаговых тоже, да, проект члена молодежного парламента, благотворительный фонд «Быть добру», тоже как бы Амурхан Кусов, тоже член молодежного парламента. То есть деятельность молодежного парламента, она масштабировалась и не ограничивалась, регионом мы никогда не ограничивали, не останавливались. Ну вот к слову о взаимодействии с другими регионами, налажено ли взаимодействие с молодежными аналогичными структурами в других регионах? Ну, я буду отвечать, да, потому что крайне... Может, не знаю, как хотите, может, Азамат ответит. Азамат Таймуразович, он был таким своего рода примером, которому я уже, будучи председателем, очень много черпал из него. И вот одно, опять же, из тех сфер деятельности, которые я у него перенял, это контакты именно с молодежным парламентом при Государственной Думе. И на сегодняшний день у нас максимально теплые, максимально дружеские отношения с молодежным парламентом при Государственной Думе. Кстати, вот Азамат Таймуразович, недавно было принято решение, что молодежный парламент при Государственной Думе уже будет формироваться из числа депутатов уже не молодежного парламента, а именно из депутатов законодательной ветви власти. То есть... Вот явно что-то хочет добавить Азамат. Ну, в действительности, я думаю, Алана, все мы прекрасно понимаем то, что молодежный парламент, он постоянно находится в центре особого внимания со стороны общественности. И мы постоянно сталкивались с критикой, с непониманием и обвинением в том, что огромные бюджетные средства вливаются на деятельность данных органов государственной деятельности. В действительности, для разъяснения, так сказать, населению хотелось бы уточнить то, что это общественная деятельность. Абсолютно ни один из членов молодежного парламента, ни председатель, ни заместитель, никто не получает оплату. Это все добровольная деятельность. Основная задача молодежного парламента – это профессиональная ориентация молодежи, это помощь в поиске себя, в реализации себя. Это один из таких ярких, действующих социальных лифтов молодежи. Вот Георгий Вячеславович в этом вопросе здесь яркий пример, то, что он прошел путь от члена молодежного парламента, был избран председателем молодежного парламента, а сегодня он является председателем комитета уже не молодежного, а уже парламента нашей республики, отвечающего за молодежную политику. И такие примеры имеют место по всей стране. И каждый молодой человек, он может себя попробовать, посмотреть, как идет бюджетное право формируется в нашей республике, как принимается, утверждается бюджет,
как осуществляется деятельность органов региональной власти в сфере социальной политики, образования, развития экономики и промышленности. И парламент молодежный, он дает возможность ребятам найти таких же сверстников, единомышленников, как и не со всех районов нашей республики, так как каждый район имеет свою определенную квоту, да, на участие в деятельности молодежного парламента, так и возможность реализовать свои проекты и свои инициативы. И вот Георгий Вячеславович говорил о том, что в действительности очень много проектов членов молодежного парламента, которые широко известны за пределами действительности нашей республики. Очень тесное взаимодействие молодежный парламент ведет с молодежным парламентом при Госдуме, молодежными парламентами всего Северокавказского федерального округа. Это не только возможность получения опыта работы внутри своего субъекта, это и возможность диалога национального, межнационального, межконфессионального диалога, такого опыт, первый опыт парламентаризма во многом. Мгм. А вот можно ли назвать молодежный парламент таким, кадровым резервом госслужбы? Безусловно. И Может. Георгий Вячеславович здесь вот. Да. Ну вот я из-за этого и спросила, вот вы так подробно описали карьерный путь, но это может быть единичный случай, а не тенденция, или все-таки тенденция? Нет, это скорее тенденция, потому что на сегодняшний день уже ребята, которые прошли школу молодежного парламента, они являются депутатами разных уровней, работают в органах исполнительной власти, являются руководителями общественных организаций, общественных объединений, да, там, ну и как бы работают в том направлении, в которое они для себя выбрали. То есть здесь молодежный парламент, безусловно, помог им самореализоваться. Что касается сегодняшнего дня и набора в будущий молодежный парламент, то здесь благодаря, наверное, глубокому пониманию председателя парламента республики, руководства республики, у них есть понимание, что молодежный парламент завтрашним днем можно использовать как именно вот такую кадровую площадку для молодых людей. То есть здесь очень хорошо сочетаются в себе такие вещи, как для молодых людей молодежный парламент, он является такой политической школой, да, и где молодой человек может пройти определенную базу, реализовать свои амбиции, свой потенциал, а для представителей власти молодежный парламент будет рассматриваться как кадровый резерв. То есть здесь вот такой баланс, и это понимание есть, что не может не радовать сегодня. Ну, если даже опираться на вот те примеры, которые вы привели, там, скажем, таких широко известных проектов представителей молодежного парламента, то есть эти ребята были яркими и очень такими вовлеченными в социальную жизнь, активными до того, как пришли в молодежный парламент, или же они такими стали уже в процессе? Ну, это, наверное, Я думаю, здесь больше такой эффект синергии такой в определенном смысле, и такого симбиоза в определенном смысле, потому что в действительности идет отбор участников, членов молодежного парламента. Ты должен своим портфолио, своим уже опытом показать то, что именно ты достоин представлять свой район в молодежном парламенте. Но когда создаются площадки, в рамках которых объединяются ребята с общими целями, с общим видением, с опытом уже общественно-политической деятельности, то это, конечно, усиляет их проекты. Это возможность представить свои проекты на самом высоком уровне у нас в республике, и не только, получить экспертизу, получить поддержку. И это, безусловно, я считаю, очень эффективный такой социальный лифт может быть для молодых ребят. И это такая школа профориентации, когда ты понимаешь о том, что в целом тебе интересно, там парламентаристская такая линия, тебе интересна государственная линия продолжения работы, либо ты там выбираешь там деятельность, как вот Заур в сфере туризма и гостеприимства, так как Амурхан
курсов в сфере добровольчества и благотворительности. И все эти проекты — это реально проекты, которые образцовые для всей страны. И доказательством это является постоянные их победы на федеральных конкурсах. Там и Амурхану вручал президент в прошлом году премию, Зауру пару лет назад президент тоже вручал там награды. Так что я думаю, что это хорошие такие показатели. Вот здесь еще что хотелось бы отметить, то есть человек, который приходит в молодежный парламент, он может реализовать себя не только на политическом поприще, а в принципе в разных сферах. Очень часто бывало так, что молодой человек, приходящий в молодежный парламент, он не мог определиться в жизни, не знал, чего он хочет, ну вообще от своей деятельности в дальнейшем. И вот очень часто молодежный парламент помогал раскрывать вот именно те желания и вот то направление, которым бы он хотел заниматься. Да? И так ребята уходили, начинали заниматься и творчеством, уходили и в бизнес, и наукой кто-то начинал заниматься. То есть молодежный парламент, он как бы давал старт именно вот в разные сферы жизнедеятельности. Вот тоже хотелось бы отметить это. Ну и вот сейчас, наверное, стоит призвать тех молодых людей, которые видят в себе этот потенциал, для того, чтобы попробовать себя попробовать себя в качестве члена молодежного парламента, пока не поздно, пока есть время еще подать документы. Да, хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к молодым людям нашей республики и попросить их принять активное участие в формировании нового состава молодежного парламента и для того, чтобы реализовать свои амбиции, реализовать свой потенциал и быть полезным и быть полезным не только молодым людям, но и в принципе республике и всем людям, живущим на территории республики. Азамат, вот на ваш взгляд, как вот человек должен понять сам вот такой вот самоанализ, что ему стоит попробовать себя в этой сфере? Я часто своим товарищам говорю такое простое задание, у меня к тебе просьба. Я говорю, мне не нужно не давать никаких ответов. Сегодня вечером, оказавшись дома один на один с самим собой, просто задай себе вопрос. Вот ты сегодня имеешь свое социальное окружение, определенный уровень достатка, дохода, определенный уровень образования и так далее. Вот представь, что проходит 5-10 лет, и ты имеешь точно такой же уровень социального окружения, точно такой же уровень благополучия, достатка, такой же уровень образования и так далее. Если тебя устраивает, что через 10 лет у тебя будет такой же доход, такой же уровень социальный, такое же окружение, нетворкинг, такой же уровень образования, то ты, в принципе, можешь ничего не менять в своей жизни, и ты все делаешь правильно. Но если хоть по одному из пунктов ты понимаешь, что тебя что-то не устраивает, то нужно предпринимать какие-то действия. Часто государство обвиняют в том, что оно не дает каких-то возможностей. Но мне кажется, что вот они, эти возможности, которыми нужно пользоваться. Ну или продолжать постоянно искать виноватых в своих неудачах. Я думаю, что это дойдет до сердец и умов, потому что действительно очень такой простой и очень меткий пример. Спасибо вам большое за это интервью. И я надеюсь, что мы увидим очень интересных, ярких, энергичных, талантливых молодых людей в следующем созыве. У ребят сегодня, как никогда, есть очень хорошие возможности заявить о себе и вступить в состав молодежного парламента нашей республики. Я уверена, что наш эфир вдохновит кого-то обязательно подать заявку. Спасибо вам большое. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и после нее продолжим наш эфир. В
В Центре современного искусства Северокавказского филиала Пушкинского музея в Владикавказе открывается выставка «Опыты диалога», первая в рамках программы «Медиаокна». Эта программа призвана познакомить как с ключевыми произведениями классиков медиаискусства, так и с работами современных художников. Многие из произведений коллекции будут впервые показаны широкой аудитории. И одна из целей программы – это сделать коллекцию искусства новых медиа Пушкинского музея доступной зрителям по всей стране. Проект представит не только работы коллекции Пушкинского музея, но и произведения локальных художников. О медиаформатах в современном искусстве говорим в нашем эфире. Здравствуйте, Галина Майербековна. Здравствуйте, Алина. Приятно видеть вас в нашей студии. Давайте расскажем о той, Галина Майербековна, начнем с вас, расскажем о той выставке, которая вот-вот откроется, да, через пару дней. Да, она открывается 7 числа в 4 часа у нас в Северокавказском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и продлится 2 месяца. Я должна сказать, как бы пафосно это ни звучало, что, наверное, это такой исторический момент в деятельности филиала, потому что впервые в Осетии в филиале будут показаны вещи из коллекции Пушкинского музея. Так как мы, к сожалению, не имеем помещения, позволяющего привозить какие-то материальные вещи, потому что это требует особых условий экспонирования, хранения и так далее, то представилась вот такая прекрасная возможность показать произведения из коллекции медиаискусства Пушкинского музея. Здесь присутствует наша коллега Алина Столикова, руководитель отдела кино и медиаискусства Пушкинского музея. Алина здесь уже 2-й раз. 1-й раз, когда Алина приезжала, мы как раз вот начали говорить о том, что хорошо бы нам начать показ коллекции медиаискусства здесь, во Владикавказе. Ну, всегда руководство Пушкинского музея с того момента, как мы стали филиалом этого одного из крупнейших музеев не только России, но и мира, всегда говорили о готовности представлять коллекции Пушкинского музея в тех регионах, где теперь представлен Пушкинский музей своими филиалами. Но я еще раз говорю, к сожалению, пока мы не имеем достойной для этого площадки, позволяющей это делать. Но вот такой опыт у нас свершился, и очень мы этому рады и этим горды. Алина, расскажите, пожалуйста, о том, что в себя включает сама выставка, какие направления искусства. Да, наша выставка, конечно же, фокусируется вокруг медиаискусства. Это в основном у нас видеоарт представлен, потому что это, наверное, самое простое с точки зрения технологий из поднаправления искусства новых медиа, которое в целом требует некого проекционного оборудования или там, мультимедийного, это экраны, телевизоры. И мы выбрали несколько произведений из собрания нашего музея и подобрали произведения местных художников, которые... Что особенно интересно. Да, потому что для нас вообще было очень важно, что мы не хотели просто взять и привести нашу коллекцию, потому что для нас важно выставить вот этот диалог. Опять же, опыт диалога — это не только сама выставка, но и то, что происходило во время ее подготовки, потому что мы хотели видеть, как наши произведения оживают в том контексте, в котором мы их помещаем. И не случайно у нас, например, выставка открывается работой Тимура Мусаева-Кагана, это скульптура. Это даже как бы не медиа-искусство. Но нам показалось важным начать именно с этой работы, потому что она представляет собой, собственно, лигатуру, вот эту осетинскую, я не знаю, как правильно, корректно прочитать. Вот эту букву, то есть это светящаяся буква. Эта работа была сделана Да. на одном из фестивалей Аланика. Автор, дагестанский художник Тимур Мусаев-Каган, и когда он ее сделал, он писал, что это, в общем-то, такой маркер осетинской письменности, потому что в кириллическом шрифте у нас только встречается
эта буква. Да, вот мы открываем с этой скульптуры, а дальше идут видео в разных их форматах. Это и многоканальные инсталляции, и одноканальные инсталляции, проекции, и на телевизорах, и на самых разных. И скульптура Сосланбека Идзиева у нас будет в инсталляции Амажином Джунпайку представлена. Это такое как бы многогранное, самые разные форматы, не только новые медиа. Плюс у нас еще будет графика тоже из частного собрания. То есть это как бы мы говорим вот о этой теме языка, о теме коммуникации, используя самые разные технологии, не только вот современные, как видео, например. Мгм. Ну, то есть получается такой мультижанровая Да. выставка. А я еще хочу отметить, и, в общем-то, это идея и заслуга наших московских коллег, как бы странно сейчас это не прозвучало. У нас все описания к работам, все экспликации, вводные тексты и титры к видеоработам переведены на осетинский язык. Вот он, опыт диалога, вот в самом, именно что ни на поэтому, есть, в буквальном да. И смысле. эта идея была вот Алины, и нам показалось, что это очень правильно, и поработали переводчики. Но, наверное, наши земляки могут понять, как это было сложно переводить тексты в современном искусстве на осетинский язык. Да, наверное, действительно. А вот хотела такой еще вопрос задать по поводу... Вот это все-таки новые направления в искусстве, относительно новые. И как понимать границы вообще вот этих направлений? Где кино, где видеоарт, где одноканальный, где многоканальный? Вот это вот все. Ну, с границами здесь, конечно, сложно, потому что, мне кажется, да, даже сами искусствоведы не могут эти границы определить, потому что иногда там, те же опыты авангардного кинематографа начала 20 века точно так же включаются в единую линию развития того, что потом станет искусством новых медиа или там, видеоартом. Иногда отделяют по границе, например, нарративность и ненарративность. Да, то, что кино рассказывает историю, которая как бы буквально не метафорично вот, тебе показана. С другой стороны, все мы знаем артхаусные фильмы, да, которые Да, могут быть которые точно очень так даже же метафоричные, и точно так же у них могут быть сложности, так скажем, с нарративом. И, конечно же, бывают произведения видеоарта, которые имеют, например, документальную составляющую. Вот, например, опять же, у нас в выставке будет работа Анны Кабиса и Евгения Иванова, которая рассказывает о наследии Сосланбека Идзиева, и это ну, буквально интервью с исследователями творчества этого скульптора. И это как раз четырехканальная видеоинсталляция, вот, потому что там будет 4 видео. И там, конечно же, есть ну, понятный нарратив, понятный текст, то есть это тоже абсолютно документальная работа, но, конечно же, у меня есть такая метафорическая составляющая в том, как она показана, потому что это 4 телевизора. Да, и о чем он? Это 4 телевизора, которые стоят друг напротив друга, и в центре между ними стоит просто камень необработанный, и художники этой работы говорят, вот, собственно, они рассказывают о наследии Сосланбека Идзиева, о его сложной судьбе, и о том, что, несмотря на то, что очень много говорят о том, что это творчество нужно сохранять, о том, что нужно как-то решать вопросы этими стеллами, которые разрушаются, что вот так много исследователей говорят и говорят и говорят, вот, собственно, как эти герои в этих телевизорах говорят и говорят. Одновременно, да, то есть ты на самом деле не можешь услышать, ну, очень сложно разобрать, что же они говорят. У нас текст будет отдельно пересказ, так скажем, того, что они говорят. И вот это в итоге, не происходит. Да, ничего не происходит, диалог Этот не складывается. Камень остается. Да, камень не обработанный, вот он так метафорически вот это ноль результата показывает, да, что разговоры есть, а диалог так и не складывается. Очень действительно интересный образ, и мне кажется, его можно отнести не только к конкретной проблеме касаемо наследия Едзиева, но и очень ко многим сферам нашей жизни. Ну, этот проект тоже, этот проект родился опять-таки на одном из наших регулярных фестивалей. Это был форум молодых художников Северного Кавказа «Арт Кавказ Next», который курировал Растан Тавасиев. И Аня и Женя тогда вот придумали этот проект. И после этого он был показан, даже отобран куратором Катей Иноземцевой, которая специально сюда приезжала, исследовала как бы состояние художественной сцены на Северном Кавказе. И был отобран и показан на первой триеннале современного искусства в Музее современного искусства «Гараж» в Москве.
Там немножко по-другому это было экспонировано, но вот с тех пор я мечтала его показать здесь, потому что он очень такой правильный, очень ясный, понятный и в то же время визуально очень Да, очень интересный. сильный такой образ получается, на самом деле. Ну, вот как раз-таки одна из задач, которая обозначается именно в выставке опыта диалога, это показать и локальных художников, и узнать этих локальных художников. Вот на конкретном примере вы сейчас привели. А если говорить о тех работах, которые представлены вот именно из... Классик. Да, из классиков. Да. Ну, у нас, конечно, есть матерый классик в составе выставки, это Гарри Хилл, это пионер видеоарта, и он как раз-таки очень много работал с языком, с тем, как он устроен, с тем, как устроена человеческая мысль. И есть такое как бы выражение, что видеоарт позволил художникам мыслить вслух, то есть выстраивать образы таким образом, чтобы обнажить языковые структуры, мыслительные структуры, вот, которые у нас в голове происходят. И если вы посмотрите эту работу, она довольно непонятная. Там есть и визуальные образы, как художественные образы, и есть некий текст, который художник говорит, и есть текст, который появляется в кадре. И все это как будто какая-то каша, и сначала ты вообще не очень понимаешь, что происходит. И как раз-таки это и напоминает вот эти самые мысли, как они роятся, как из них что-то получается. И на самом деле там такой очень, кажется сначала немножко бредовый текст, а потом, когда ты проникаешь этими метафорами, оно действительно складывается в такую очень интересную структуру. И мы рады, что можем ее показать. Это, наверное, был довольно смелый выбор, потому что, правда, работа очень сложная для восприятия, но нам казалось его важным именно в контексте этой выставки, тем более это такой пионер видеоискусства, чтобы как бы, зрители могли познакомиться. И два других художника из собрания музея — это французская художница Лор Пруво, это одна из последних наших пополнений в коллекции, мы вот ее буквально несколько недель назад окончательно оформили, все документы подписали. И сразу же показываю. Да, и сразу же показываем. У вас, можно сказать... У нас премьера. Премьера, да, в экспозиционном формате. Мы ее показывали в формате показа уже в музее. У нас есть сад в музее, мы показывали ее на улице, там ставили экран. А вот именно в выставочном формате, да, это у нас такой первый опыт, потому что у многих произведений видеоискусства существуют разные форматы экспонирования. То есть вы можете это показать на проекторе, можете показать на телевизоре. И когда мы показывали Лору Пруво у себя в саду, мы показывали это на проекторе, это была такая большая проекция, а здесь у нас более камерное решение экспозиционное, потому что художница предусмотрела такую как ширму, которая отделяет экран и зрителя от всего остального выставочного пространства. То есть ты заходишь в такую комнатку и оказываешься один на один с работой, и она показывается не на проекции, а на телевизоре, соответственно, такая сразу более камерная, на плазменной панели более камерный показ, и ты вот один на один с ней остаешься. И мы вообще очень рады, что у нас эта работа есть. Художница, это Лора Пруво, она представляла Францию на Венецианском биеннале, по-моему, даже выиграла как лучший павильон. Ну вот сейчас, может быть, я, конечно, привираю, но очень достойно. Вот. И у нас еще одна работа из собрания, это итальянская художница Мария Тереза Сартори. Она тоже, естественно, многократно участвовала во всех венецианских биеннале и все прочее, но так часто бывает с венецианскими художниками, они там у себя в биеннале участвуют чуть ли не каждый раз. Вот. И это очень такая красивая поэтичная работа, где мы видим диалог двух людей, но не слышим его, потому что там играет музыка Шопена. И художница говорила, что когда она была ребенком, ей казалось, что музыка — это на самом деле слова, что это разговор, что музыкальные фразы, они складываются в некую коммуникацию. И вот когда она выросла, она, собственно, сделала такое видео, где люди друг с другом говорят вот буквально музыкой Шопена. Вот современное искусство зачастую требует какого-то дополнительного комментария. Да даже любое искусство зачастую требует определенного дополнительного комментария. Одно дело — это вот ощущение, да, которое вызывает работа, и другое дело — это контекст, в котором эта работа создана, может быть, даже замысел какой-то конкретный, цель какая-то у этой работы. Вот на ваш взгляд, больше нужно добавлять этот комментарий или оставлять это на откуп зрителю? И, Галина Майербековна, вот вы тоже добавьте, пожалуйста, по поводу наших зрителей, они уже у нас подготовлены, их нельзя назвать уже не готовы. В общем-то, они да, уже подготовлены, уже искушенные лет, у нас. Да. У нас уже художники вот какие есть. А вы знаете, я думаю, что это обязательно надо делать, и мы это делаем, и сейчас это все будет сопровождаться подробными описаниями, и где-то и биографии даже художников, что, в общем-то, иногда нужно для того, чтобы понять, о чем работа.
Но как пример хочу привести, знаете, что когда у нас была выставка «Одна на всех», Виталик Пацюков ее курировал, а там были работы, которые взрослые люди, да, им надо было объяснить, рассказать, а пришли ребята из лицея искусств, это был 6-5 класс. И вот они мгновенно считывали смыслы без всяких объяснений. Мы были так рады. Да, но это вот как раз это то, о чем мы говорим. Мы работаем с молодой аудиторией. По мере того, как они приходят, узнают, знакомятся, они уже потом, человек уже сам, в общем-то, готов к восприятию этого искусства и легче понимает те смыслы, которые художник закладывал в ту или иную работу. Хочется еще позадавать много интересных вопросов, но, к сожалению, наше эфирное время истекает. А давайте мы, знаете, что Прям совсем обязательно 30 скажем, секунд. что наш проект будет сопровождаться еще такой просветительской программой. Да. Будет лекция Будет, да, лекция Валерия Цыгараева, нашего вашего, культуролога, да, прекрасного нашего заслуженного художника Осетии и России. Он согласился прочитать нам как раз лекцию вот по теме нашей выставки. И... Это будет 7 апреля? в день Нет, это будет не 7 апреля, а сейчас мы эту программу уточняем, по-моему, это... В 20-х я не буду числах, говорить, да. в 20-х числах, но надо просто Следить. зрителям Да. следить за нашими соцсетями, мы все там подробнейшим образом выкладываем. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что большое количество зрителей придет 7 апреля на открытие выставки и, конечно же, посетит ее в процессе. Спасибо. На сегодня все. Вы смотрели «Вечернюю смену». Благодарю за внимание и до встречи в эфире.